Здравствуйте, Беслан Астамурович. Здравствуйте. Есть несколько тем, которые мы сегодня хотели бы обсудить с вами. И в первую очередь, наверное, это встреча министров иностранных дел в Сочи, это главы нашего МИД Олега Барцицы, главы российского МИД Сергея Лаврова. Как вам кажется, какие бы тут вы моменты тезисно отметили бы в этой встрече? Да, встреча прошла как раз, приурочена была к Дню Победы. Вот, и эта встреча, она логически вытекает из наших союзнических отношений. И там был подписан план консультаций 2006-2007 год, где координация осуществляется встреч всех всевозможных, да, и оно связано, конечно, с контекстом нынешних международных событий. Это укрепление безопасности в регионе, так как усиливаются на Южном Кавказе игроки более широкого круга. Да, и мы не так давно знаем, что Грузию планировали как второй фронт открытия, вот, и это уже признание. Даже признаются в этом и политические круги в самой Грузии о том, что это было осуществлялось. И, ну, а на сегодняшний день тоже риски существуют о том, чтобы, ну, скажем так, переформатировать существующие реалии. И поэтому в плане безопасности тоже заходила речь, и в плане экономического, социального аспекта они тоже были затронуты. Это вот усиление таких дипломатических связей сейчас в последнее время, оно вызвано, скажем так, усилением вот, международной обстановки в плане вот, дестабилизирующих моментов. Да? И вот это направление, конечно, Россия улавливает, и Абхазия, так сказать, как союзник, она также находит потенциалы в самой России. Там было заявлено о том, что в самой Москве будет открыта международном выставочном ВДНХ, да, площадка, где национальные достижения будут Абхазии представлены, тоже продвижение такое, и экономические планы, в экономических проектах везде те намеченные Кириенко планы, проекты, они все реализуются на высоком уровне. Одним словом, я что хочу сказать, Россия прикладывает усилия на то, чтобы Абхазия стала успешным государством. Вот все эти попытки, все встречи, все вот проекты, усилия, которые прокладываются в последнее время, я вот наблюдаю над этим, да, мне кажется, что это принципиально для России, вот Абхазии сделать вот таким, и она входит в национальные интересы самой Абхазии, естественно, сделать успешным государством. Очень интересно. Да. А теперь хотелось бы перейти к теме вот международного дискуссионного клуба «Валдай», который вот несколько дней проходил в Сочи. Да? Он и там, скажем так, кульминационным моментом стало выступление фактически 4-часовое на Валдае вот, президента России Владимира Путина. Вот тут, что бы вы отметили важного, скажем так, и для международной повестки, и, может быть, для региональной тоже? Да, да, это событие важное по содержанию, оно-то 22-е по счету, это дискуссионный клуб, да, там неформальная обстановка, хотя присутствуют высшие лица, высшие руководители, в данном случае Владимир Владимирович Путин с докладом выступил довольно содержательно, и, в общем-то, есть там и смелые суждения, отвечающие вызовам современности. Вот если так вот сказать, ощущение такое возникает у меня, что вот валдайская встреча, вот дискуссия и результаты о ней, да, и впечатление, которое осталось от нее, оно как бы продолжение вот этого шанхайского форума. Дух Шанхая, вот, да, дух шанхайского форума, он нашел продолжение вот в этом дискуссионном клубе, и вот суждения, мысли, которые там были высказаны, она нашла продолжение, развитие вот в этом дискуссионном клубе в Сочи состоявшемся, да. О чем там идет речь? Идет о том, что, да, мир стал сложным. Мир стал сложным. Турбулентным, да. И вот политические круги, истеблишмент, он довольно-таки не отвечает сложности среды, и это глобально, можно так сказать, да. Вот. И те подходы в разрешении, скажем, проблем международных, да, которые
были до сегодняшнего дня, они устарели. Это, можно так сказать, вот законы физики, если решат какие-то проблемы, да, в физическом мире, да, есть квантовая физика, квантовая механика, да, то есть это еще более сложные, да, процессы, закономерности. Вот образно Владимир Владимирович Путин как раз-таки применил понятие квантовая механика, потому что оно вот требует именно таких подходов, сложных подходов в сложном мире. Полицентричный мир – это сложный мир. Это сложный мир. И это мир, в котором много центров, да, так мы да, можем? много центров, и никто, ну, скажем так, отношения, они и так развиваются тоже, это же ведь не все страны включаются с разными скоростями, как сказать, да, вот в глобальные отношения, да, поэтому, попытку создать мир из одного центра, управлять, глобальное управление с одного мира, он, в общем-то, показал последние годы, десятилетия, можно сказать, свою несостоятельность. И вот попытка разрешить принципы, которые разрешают международные отношения, его кризисы, это новые подходы. Вот неделимость безопасности, о котором часто сейчас Россия стала говорить, она признана вот в шанхайской встрече в формате. Вот, оно просто отвечает потребностям, современным потребностям. И вывод был сделан такой, вот в этом дискуссионном клубе, вывод был сделан такой, который, в общем-то, является, ну, очевидным, что ли, что международное напряжение, международный кризис, он настал из-за кризиса внутренних государств, участников международного процесса. Это страны Запада. Это страны в основном Запада, потому что они вели, как бы скажем, международную повестку, они определяли. И они оказались в кризисе. И вот оставить за собой право лидерства, сохранить его, продолжить его искусственного, в большей части, они стали нагнетать обстановку в образе врага, в образе России, в частности. Да? Вот. И мы это видим, как это усердно осуществляется, именно такая попытка. То есть перенести внутренние противоречия, внутренние конфликты, внутренняя неспособность отвечать, решать внутренние проблемы, сложные, социально-экономические, я имею в виду в первую очередь, они как бы переносят за контур своего государства, за контур национальных государств, переносится, и вот мобилизационный фактор, как говорится, образа врага, он срабатывает. То есть настало время, можно сказать, мысль, которая высказана с 40-летней давности, опять-таки это было сказано госсекретарем Соединенных Штатов в 80-х годах, я сейчас не помню, кто это именно был, но он сказал следующее, что есть вещи поважнее мира. И это имелось в виду, что призывы, лозунги мира, да, они не мобилизуют так мощно, как призывы обуздания агрессии, или же удовлетворения агрессии, или вот создания образа врага, вот они и мобилизуют больше, как сказать. Ну, это опасная игра, о чем было сказано в докладе вот у Владимира Владимировича Путина, что это не приводит к разрядке, к устойчивости мира, это опасная игра, и она заводит нас. И поэтому здесь был сделан очень важный вывод о том, что мир должен быть, уже наступил полицентричным, а полицентричный мир требует еще большей дипломатии, можно сказать, возвращения классической дипломатии, где принцип взаимности, уважения, они становятся внимание, вот именно уделение большего контекста исторического, культурного, да, при взаимоотношениях, да, всегда учитывать. А оно ведь сменилось. Вот эта классическая дипломатия, она ведь сменилась на монополярную, да, когда диктуют одни, когда есть иерархия, да, с позиции иерархии, да, дипломатия основана на иерархии, оно вот, в общем-то, приходит вот в кризис. Оно и привело к кризису. Поэтому возвращение к классическим идеям дипломатии, да, международных отношений, ренессанс, вот это вот, да, где учитываются национальные особенности, где учитывается культура, традиции. Можно сказать так еще, возвращение этики, международные отношения, не только право, не только политика, но и этики. Кстати говоря, эта шанхайская встреча прокладывает эту дорогу. Почему этика? Потому что этика позволяет упреждать
или улавливать многие противоречия, многие то, что невозможно исчислить. Потому что, знаете, вот так получается в мире, что и кто-то один из мыслителей сказал, что если нашему миру суждено погибнуть, она погибнет из-за расчетов. Потому что расчеты не могут охватить все и вся. И абсолютизация расчетов, они основаны на эгоистических интересах часто, да, они приводят к кризису, вот именно кризис. И вот возвращение этики, морали, как бы это звучит, может быть, не совсем реалистично. Да, фантастично да, немного. Но шанхайский дух и эти страны действуют именно так. Я сейчас вспоминаю высказывание министра иностранных дел, когда он охарактеризовал внешнюю политику Соединенных Штатов. Был такой момент какой-то напряженный. Он оценил поведение Соединенных Штатов во внешней политике как бессовестную. Обычно в дипломатии это не звучит, но это реальность. Вот категория совести, морали, они могут, в общем-то, спасти нынешнюю ситуацию, именно могут проложить новые взгляды, новые видения. Потому что сейчас повторяю, что международные отношения нельзя измерять только экономически, только прагматически, только, как я вам сказал, как бы это сказать, с точки зрения каких-то расчетов, да. Знаете, это более тонкая вещь, мне кажется, да. И это открывает новую теорию, кстати, международных отношений, новую практику. Большое спасибо. Теперь хотелось бы поговорить и о другой теме, о том, что недавно вот прошли выборы в Грузии муниципальные. В принципе, тут ничего нового не случилось, как и ожидалось. Грузинская мечта выиграла эти выборы, зато они, как всегда, вышли, как мы знаем, были опять-таки волнения, были протесты на улицах. Дошло даже до того, что премьер Кобахидзе, он обвинил посла ЕС в том, что вот это, условно говоря, они вывели людей на улицы, это их инициативы, это их политика. Да. Как вам кажется вообще, о чем это говорит, что там происходит? Ну да, события были, как некоторые говорят, ожидаемые, но, наверное, все-таки вот неожиданности тоже имело место, например, наверное, да. что очень высокий процент, 80% побеждает грузинская мечта. С большим отрывом. Да, с большим отрывом. Ну, и массовость тоже присутствовала, так сказать, да. Но это видимая часть. Ведь, знаете, что получилось? Ведь оппозиция, вот, либеральная часть евроатлантической направленности, они ставку делают всегда на городской электорат. Вот да. У них протестные вот, массы присутствуют именно в городах. Да. На Тбилиси, я думаю, они надеялись. Это всего 25, ну, максимум 30% населения всей Грузии. И даже взять такую, вспомнить о том, что Саакашвили, в принципе, ориентировался на городскую часть населения, его электорат был город. Он до этих реформ аграрных и так далее, он так и не доходил. И, в общем-то, вот за пределами города у оппозиции нет поддержки, нет. И вот, ну, когда картины снимают, на кадры попадают именно площади, город, вот, и кажется, что вот имеет массовость какую-то поддержки именно оппозиции. На самом деле мы имеем две Грузии. Вот, две Грузии, это протестная Грузия, это Грузия либеральной, евроатлантической направленности, это Грузия, которая, в общем, живет вот таким, скажем, мифом о том, что нам нужно только присоединиться к евроатлантическим структурам, и наша жизнь изменится. Это миф, конечно же, ну, мифы, может, и, скажем так, присутствуют, они объективно рождаются и субъективно воспринимаются, но я сейчас не об этом, а о том, что это выборы, они ставку делали, конечно, на то, чтобы упредить или же там создать о себе силу достаточно мощную, чтобы не было большой паузы до парламентских выборов. В 2028 году будут парламентские выборы в Грузии. И вот эти муниципальные выборы нужно было оппозиции очень сильно себя вот показать, продемонстрировать. Но теперь они, ну, скажем так, сделали такой вывод. Это сейчас последний раз, я сейчас последнюю информацию услышал о том, что они заключили вывод такой, что здесь выборы проводятся нечестные, несправедливые, с участием административного ресурса. Ну, если это так, то тогда мы будем
использовать митинги. И это, в принципе, правило они давно еще приняли. Да, может это не быть. Но новое, теперь, да. а теперь они еще больше убеждаются. Раз вы не через выборы, они обвиняют, конечно же, власти, что это были нечестные, несправедливые выборы, так сказать. И теперь они будут ставку делать на силовую ставку, на митинги. То есть, вот, так что я хочу сказать, что да, эти выборы показывают очередной раз, что общество раскачивают сильно, да. Это раскачивают западные круги, и понятно для какой цели. Вовсе не для развития прогрессивном направлении этого государства, а вот как так же, как и Украина, как средство, сдерживающее Россию, так сказать, вот в этом контексте только. Поэтому мы очередной раз убеждаемся, влияние зарубежное, оно также остается пока. Вот. Ну, я думаю, что выводы сделают и власти тоже, потому что они четко отстаивают национальный интерес больше, и это импонирует все больше и больше населения, потому что, обратите внимание, 80% поддержки это означает, здесь включается политическая модель национального развития, больше независимости, больше свободы в национальном развитии. Вне вот контекста всяких вот, Евроатлантики, еще кого-то. То есть я думаю, что вот этот маятник, который он был охвачен, скажем, эйфорийно вот западными такими идеологиями, она, в общем-то, имеет момент убавления. Поэтому вот эти выборы с таким отрывом это и доказывают. При этом, как вы относитесь, например, к таким вот высказываниям? Очень часто российские там эксперты и псевдоэксперты, очень много вообще есть всяких там YouTube-каналов, они как раз, комментируя итоги выборов, говорят, вот очень у некоторых вот этих экспертов и вообще просто людей, которые ведут большие каналы, есть такое мнение о том, что вот посмотрите, как Грузия в этих выборах в очередной раз доказали, что они против Запада, против Евросоюза, как они за Россию, как они всячески вот они и санкции не поддерживают, как они хотят дружить. Давайте как-нибудь поможем Грузии и сблизимся с ними еще больше. Вот тут как бы есть какая-то основа того, что вот этого мнения, как вам кажется? Нет, конечно, очень много мифов создают, и эти мифы, они, может, и рождаются, скажем так, в определенных условиях, но их поддерживают. Определенные круги их поддерживают. Вот вспомним, такой миф был о том, что когда принимался закон против сопротивления, закон о иноагентах в Грузии, оппозиция интерпретировала так, что это российский закон об иноагентах, российского образца, то есть закон, то есть они не против закона об иноагентах, а они против российского образца. Это же было, знаете, это подхватывало, это же мобилизовалось теперь массы против российского образца. А на самом-то деле этого же не было, никакого российского образца. Он является образцом вообще-то столетней давности. Этот закон, который был принят в Соединенных Штатах, и он вообще-то, там есть универсальные вещи, которые, очевидные вещи. Если лицо получает источник из-за рубежа, естественно, он под влиянием этих кругов. И это, естественно, так и называется закон. Это основная цель этого закона, чтобы показать, откуда источники идут, чья воля больше воплощается в действиях, поведении гражданина, своего государства или из-за рубежа идет. И когда вот люди потом убедились, что никакого российского образца там нет, и вот этот миф был вот так поддержан, только добавить нужно немножко, и миф имеет устойчивость, оно управляется этим мифом, да, народ. И вот такого рода, вот сегодня мы видим все эти события, оценки даются с этих позиций. Вот. И национальные интересы это какие, если так взять? Это где сочетаются публичные, частные интересы, где сочетается исторический, культурный контекст, где сочетаются естественное нахождение страны. Это геополитический естественный фактор. Он должен учитывать интересы соседей, интересы, я не знаю, это ведь так естественно. И когда мы видим, что евроатлантические структуры так явно присутствовать начинают вот вблизь
тех республик, которые сопредельны с Россией и имеют давний опыт исторического, экономического, культурного общения, вот здесь мы видим явные вот интересы, дестабилизирующие моменты, да. Поэтому я так считаю, что, я думаю, в той же Грузии, естественно, есть круги, которые понимают это все. И я думаю, что придет то время, когда и не только это и Грузия, это касается и Армении, и Азербайджана, будут взвешенные политики определять свой вектор развития. Да. Большое спасибо. Благодарим вас. Спасибо вам.